Как хорошо рядом с парком жить, ребят. Пойду прогуляюсь. Проходим стадион Краснодар. Идем дальше. Краснодар нас балует хорошей погодой, а тенек у нас роскошь. Пойдем в тенек. Ребята, это первая парковая зона для отдыха. Участок окружен стенами, увитыми вечнозелеными южноамериканскими бугенвиллиями, а внутри локации высажены гиптокодиумы. Чтобы созерцать красоты, было максимально комфортно, для удобства гостей поставлены удобные плетеные кресла. Сюда можно прийти отдохнуть в жаркую погоду, отдыхать в тени и созерцать. Я вам покажу локацию Infinity. С краев плоской крыши потоками стекают вниз мощные ручьи, образуя своеобразную водную преграду. Для прохода сквозь воду предусмотрены специальные мостики. Внутри можно спрятаться от жаркого солнца, сделать шикарные фото и посидеть на удобной лавочке. В зимний период струйки воды заменяются яркими гирляндами, и зрелище получается не менее красивым. Эта красивейшая конструкция представляет собой конусообразную чашу с усеченным основанием. Наверху размещается зона отдыха со скамейками. С высоты открывается красивый вид на участке парка и стадион. Ребята, я счастлив, что живу рядом с парком. Вот посмотрите, третий дом, это я где живу. Рукой подать. Ребята, по пути у нас следующая локация, называется кратер. Сейчас покажу. Вы увидите арочный фонтан. А сейчас пойдем, загадаем желание, нас ждут золотые рыбки. Водоем Кратер – это пруд с карпами, окруженный несколькими рядами ступеней скамеек, образующими уютный амфитеатр. Сейчас покажу следующую локацию, называется Стремительная река. Немножко отдохнем. Увидите, там есть место отдыха. Этот водный объект напоминает неспешный горный поток, стекающий к подножию скалы. Река течет по широким дорожкам, обрамляющим укрытую за невысокой зеленой оградой зону отдыха. На этой, утопающей в мягком газоне локации, высажены плакучие ивы и размещены деревянные лежаки. В таком уютном уголке парка Краснодар очень приятно отдыхать от долгих прогулок по аллеям.
Следующий объект очень красивый. Называется зеркальный лабиринт. Пройдемте. Отражение с двух сторон. Смотрите, изнутри стены проходов обрамлены зеркальными панелями, за счет которых создается оптическая иллюзия. Посередине небольшого прудика с карпами расположено огненное дерево Дилоникс. Оно было привезено из Мадагаскара специально для парка Сергея Николаевича Галицкого. Говорят, что стоимость этого дерева составляет $60 тысяч. Ну что, идем дальше, знакомиться с следующим объектом. Ребята, следующая локация называется Парфенон. Это древнегреческий стиль. Смотрите, наслаждайтесь. Колоннада полуразрушена или недостроена, что указывает на относительность времени. Задумка композиции в том, что время скоротечно, но подвластно ему не все. Некоторые вещи бессмертны. Ну что, дорогие мои, на сегодня экскурсия закончена. Буду рад новым подписчикам, комментариям и вашим лайкам. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч!